ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинские волонтеры сегодня отправились на поиски пропавшей девочки-подростка. Желающих помочь собралось порядка 50 человек. Они разделились на группы. Поиски ведутся в родном для Наташи поселке Дальнем. Территорию осматривают уже повторно. Работы начались еще вчера, как только по факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело. На месте поиска работает следственная группа. По мнению оперативников и следователей, нельзя исключать ни одной теории. Добровольцы проверяют все. Было собрано порядка 50 человек в помощь добровольных волонтеров, которые помогли нам осмотреть поселок Аэропорт, конкретно лесополосу. Это заброшенная стройка неподалеку от школы. Были проверены все подвалы, то есть ничего конкретного. Хочу заметить то, что информация такая, как девушка найдена, там девушка переоделась или что-то, еще раз повторяю, информация не подтверждена. Основная ориентировка девочки – это куртка парка, яркий фиолетовый рюкзак, такого же цвета ботинки и шапка. Именно в такой одежде она ушла из дома к остановке. Поэтому в первую очередь опросили водителей и кондукторов маршруток, пока свидетелей так и не нашли. Чтобы о пропаже девочки информировать всех, в общественном транспорте уже развесили листовки с фото пропавшей Наташи. Работы продолжаются. Сотрудники полиции просят всех в такой непростой ситуации быть бдительными и приложить усилия, чтобы найти ребенка. Просим водителей откликнуться на данную просьбу, либо просмотреть видеозаписи, так как сами можете физически не помнить данного ребенка там на трассе, на остановке, еще где-либо. В случае, если на ваших видеорегистраторах имеется видеозапись, которая может, по вашему мнению, нести какое-то оперативное значение, быть оперативно значимую информацию, не передавать ее третьим лицам, приносить сразу в дежурную часть полиции. Период времени 11 апреля с часу до 16 часов. Напомним, Наташа Ильина ушла из дома 11 апреля около 14:20. По предварительным данным, отправилась в художественную школу, но на занятиях она так и не появилась. Когда она не пришла домой вовремя, бабушка девочки заявила в полицию. Если вы видели похожего ребенка в автотранспорте или на улице, что-либо знаете о ее местонахождении, просьба обратиться по телефонам, указанным на ваших экранах.